Сын Абхазии 80 лет назад ушел из жизни Нестор Лакоба. О проблемах и планах. Пресс-конференция главы Черноморэнерго. Сегодня президент Рауль Хаджимба вручил государственные награды орден Ахзапша выдающимся деятелям Абхазии в различных сферах. Это, как сказал президент, яркие представители искусства, культуры, спорта, сельского хозяйства, обороны, активные участники общественно-политической жизни. Репортаж Ренаты Шакая. Можно говорить о том, что у нашей страны сегодня есть успехи, и в этом значителен ваш вклад, а также участие в строительстве государства таких же профессионалов своего дела, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Позвольте от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом. Можно говорить о том, что у нашей страны сегодня есть успехи, и в этом значителен ваш вклад, а также участие в строительстве государства таких же профессионалов своего дела. Среди вас сегодня яркие представители искусства, культуры, спорта, сельского хозяйства, обороны, активные участники общественно-политической жизни. Эти государственные награды служат дополнительным подтверждением того, насколько ответственно каждый из вас относится к своей профессии, к работе и к своей родине. Мы выражаем вам благодарность за это и желаем крепкого здоровья, удачи и новых достижений. За плодотворную творческую работу и большие заслуги в развитии национальной литературы народный поэт Абхазии Виталий Амаршин награжден орденом Ахзапша второй степени. За заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии орденом Ахзапша третьей степени награжден Валерий Бганба. За вклад в развитие физической культуры и спорта страны орденом Ахзапша третьей степени награжден Астамур Адлиба, президент футбольного клуба «Динамо» Сухум. Хочу поблагодарить за столь высокую награду. Я никогда не попадал в такую обстановку, мне чуть сложно, но я хочу выразить глубокую благодарность. На самом деле мероприятие, которое мы организовывали, прошло на самом высочайшем уровне, и мне показалось, что Абхазия провела самое зрелищное, самое высокое, самое интересное мероприятие в своей современной истории. Я помню тот день, когда мы получили право проведения чемпионата мира по футболу в Абхазии. Я приехал к Раулю Джунковичу, и он нас поддержал. За вклад в развитие музыкального искусства и культуры указом президента орденом Ахзапша третьей степени награждена пианистка, музыковед, заслуженный работник культуры Абхазии, кандидат филологических наук Аида Ашхарова. Рауль Хаджимба вручил награду ее дочери. Я бы хотела поблагодарить президента нашего Рауля Джунковича, Министерство культуры, Владимира Зонтаря за оказанную высокую честь для моей мамы Ашхаровой Аиды Григорьевны. К сожалению, награду за нее получаю я. Я хотела бы сказать, что все, что делала моя мама, она делала из большой любви к родине. И ее труд вознагражден данным орденом. Хотела бы пожелать всем в новом году успеха, удачи, чтобы в каждый дом вселилась радость и много улыбок. Чанабзела. По завершении официальной части церемонии награждения глава государства Рауль Хаджимба поздравил всех присутствующих с наступающим 2017 годом. Рената Шакая, Роберт Ломия, Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении государственной премии Республики Абхазия имени Гулия в области литературы, искусства и архитектуры за 2014-2016 годы. Согласно указу, в соответствии с решением комиссии по государственной премии Республики Абхазия имени Гулия в области литературы, искусства и архитектуры за высокохудожественные произведения, которые стали популярны в обществе, государственная премия Республики Абхазия имени Гулия в области литературы, искусства и архитектуры присвоена Вячеславу Аблотия за созданный в последние годы дубляж мультипликационных и художественных фильмов. Вахтангу Абхазоу за сборник стихов «Зымцах-Ику», Людмиле Гумба за исполненные в последние годы музыкальные произведения, Владимиру Зонтаре за сборник стихов «Бзанцы», Дауру Ночкибе за роман «Берег ночи».
Руководство Абхазии приняло решение о создании и финансировании государственного учреждения историко-мемориального музея имени Нестора Лакоба. Об этом сообщил президент Рауль Хаджимба во время церемонии возложения цветов к памятнику Нестору Лакоба. 28 декабря исполнилось 80 лет со дня смерти Нестора Аполлоновича. Почтить память выдающегося государственного деятеля Абхазии к его памятнику в Сухуми пришли представители общественности, школьники. Памятные мероприятия прошли также и в Гудауте, где к памятнику Нестору Лакоба общественность района возложила цветы и был проведен митинг. 80 лет назад, 28 декабря 1936 года, не стало Нестора Лакоба, выдающейся национальной и государственной личности, крупнейшей общественно-политической фигуры в истории Абхазии XX века. С утра в Сухумском ботаническом саду памятника Нестору Аполлоновичу стали собираться люди. Именно здесь 80 лет назад было его первое захоронение. Почтить память Нестора Лакоба сюда пришел президент Рауль Хаджимба. Значение личности Нестора Аполлоновича в истории Абхазии невозможно переоценить. Настоящий лидер народа, человек, который жил его чаяниями, защищал каждого как мог. Нестора Лакоба искренне и глубоко любили в Абхазии. Его смерть стала настоящей трагедией для всего народа. Многое было сделано этим человеком для того, чтобы Абхазия состоялась таковой, какой она сегодня есть. И память об этом человеке должна передаваться из поколения в поколение. Сегодня Кабинет министров принимает соответствующее решение о создании государственного учреждения на базе бывшей квартиры музея, которая будет в следующем году внесен в наш бюджет. Нестору Лакоба шел 43-й год. Он был в расцвете сил и здоровья, окруженный любовью и уважением. Крестьяне Абхазии могли себе позволить называть его просто по имени. К нему обращались с разными просьбами, уверенные, что он обязательно примет, выслушает, рассудит и поможет. В 29 лет он был главой правительства. Фактически на протяжении почти 15 лет руководил страной. Конечно, он один из основателей государства абхазского, и это очень важно. Он сыграл огромную роль в 20-е и 30-е годы. Заслуга его в том, что практически он не провел коллективизацию в жестких формах. Очень много в Абхазии было сделано за этот период. Не было массовых репрессий при нем. Страна была многонациональной. Ряд факторов свидетельствует, что скоропостижная кончина Нестора Лакоба в декабре 1936 года во время пребывания в Тбилиси наступила в результате намеренного отравления. Фактически это было убийство. Уже после гибели Нестора Лакоба за время сталинских репрессий, безраздельного господства Сталина и Берия, были лишены жизни тысячи граждан Абхазии, цвет абхазской интеллигенции, руководители республики. В их числе соратники Лакоба, одни из самых смелых и стойких защитников своего народа, открыто и безбоязненно отстаивавших независимость и самостоятельность Абхазии. Ефрем Эшба и Николай Киртава, и многие другие верные сыны и дочери своего народа. Однако сокровенные мечты всего абхазского народа сегодня сбылись. Долгожданная победа, свобода, независимость, признание сделали их имена бессмертными на века. Рената Шакая, Беслан Шинджери, Абхазское телевидение. В Абхазии создана новая структура Минюст – служба судебных исполнителей. Такое решение было принято в ходе последнего в этом году заседания правительства страны. Какие еще вопросы обсудил Кабинет министров, расскажет Сария Свар. Открывая последнее в этом году это заседание, премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц поздравил всех с наступающим Новым годом. Затем Кабинет министров приступил к кадровым назначениям. Первым заместителем председателя ГТК назначен Псоус Шамба. На должность заместителя председателя ГТК назначены Эслан Джинджоли и Ушанги Квициния. Эраста Гумава стал заместителем председателя Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. На должность заместителя начальника государственной ветеринарной службы назначена Мзия Мичба. На должность заместителя начальника государственного управления лесного хозяйства Камомил Кумов. Представляя проект постановления о службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия, министр юстиции Абхазии Марина Пилья напомнила, что закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Министр подробно рассказала о том, что было принято решение помимо центрального аппарата создать 3 территориальные подразделения новой службы. Также формируется ее штат. Служба судебных исполнителей в соответствии
Законом Республики Абхазия о судебных исполнителях является структурным подразделением Министерства юстиции Республики Абхазия. Несмотря на то, что она является структурным подразделением, обладает достаточной самостоятельностью в реализации поставленных перед нею задач. Подытоживая обсуждение проекта постановления, премьер-министр Беслан Барцыц сообщил, что деятельность службы начнется с 1 мая 2017 года, а до этого срока необходимо решить все организационные и материально-технические вопросы. На заседании правительства также были приняты постановления о создании государственного учреждения Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, историко-мемориальный музей Нестора Лакоба и мемориальный дом музей Баграта Шинкба. Министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсаля подчеркнула, что оба музея, которые уже существовали до этого, переводятся в статус государственных учреждений с установлением соответствующего бюджетного финансирования. Фонды есть, и Министерство финансов, мы предложили проект, в следующем году по несколько штатных единиц, а уже просто музей будет формироваться несколько лет. И поэтому такой первый шаг сделан, и уже будет в 2017 году более подробный план мероприятий представлен. Выплата доплат к пенсиям должна осуществляться в единовременном порядке и в полном объеме за 2016 год. Более того, правительство установило ежемесячную доплату 14 категориям пенсионеров. Это категории: пенсионеры по возрасту. Размер ежемесячной доплаты 1000 рублей. Пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет. Размер доплаты 1000 рублей. Пенсионерам, имеющим почетное звание «Народный заслуженный работник», размер доплаты 500 рублей. Пенсионерам, работавшим на подземных работах, шахтерам, в размере 500 рублей. Лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи размер ежемесячной доплаты 700 рублей. Круглым сиротам размер 1000 рублей. Инвалидам труда 1, 2, 3 категории в размере 1000 рублей. Инвалидам с детства в размере 500 рублей. И пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности, размер доплаты 850 рублей. Пункты пропуска на Баки и Атабая через абхазо-грузинскую границу будут закрыты. Решение об этом также было принято на заседании Кабинета министров. Остается всего 2 пункта пропуска. Кроме того, как только будет сделана дорога и налажено транспортное сообщение, будет закрыт еще один пропускной пункт. Премьер-министр Беслан Барцыц добавил, что постановление вступит в силу в течение 30 дней, и глава администрации Галского района Тимур Надарая непременно проведет работу по информированию населения. С января 2017 года поднимется цена и на сжиженный газ. Предлагаем утвердить розничную цену на 1 килограмм сжиженного газа в размере 50 рублей. И цену в соответствии с тем, что в одном баллоне 11 килограмм, одного баллона 550 рублей. К сожалению, нам приходится идти на увеличение цены. Цена, еще раз говорю, на 1 килограмм увеличилась на 10 рублей. Но хочу вам напомнить, уважаемые коллеги, что последний раз цена утверждалась 24 декабря 2013 года, то есть ровно 3 года назад практически. На заседании Кабинета министров обсудили еще ряд вопросов, в том числе и закон о введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную и табачную продукции. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 15 человек, руководители ансамблей, предприниматели, работники различных учреждений были награждены сегодня в Кабинете министров Абхазии. В торжественной обстановке им были вручены почетные грамоты, а также денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Эта церемония стала традиционной благодаря предпринимателям Геннадию Тожба и Акакию Сангулья. На сегодняшний день, наверное, нет должной поддержки, ожидаемой поддержки, но работа в этом направлении ведется. Мы действительно хотим отметить, что в непростых условиях каждый из вас здесь сидящих и многие сотни людей непосредственно на земле дают хорошие результаты. Наши товары достойно выступают на международных выставках, на международных площадках, добиваются очень серьезного результата, серьезного успеха, без какой-либо очень существенной
объемной и реально серьезной помощи со стороны государства. Но, еще раз повторяюсь, мы намерены ломать эту ситуацию, активнее вас поддерживать. Итоги года уходящего подвели и в энергетической отрасли Абхазии. Глава Черноморэнерго Аслан Басария на площадке Арс Мира рассказал о самых проблемных местах сферы и поделился планами на 2017. В предновогодние и новогодние дни в Абхазии перебоев со светом быть не должно. А вот весной республику будет питать российский свет, так как главный энергетический объект Ингургэс будет на ремонте. О том, чем грозит нам безответственное отношение к собственной энергетике и как ситуацию можно исправить, расскажет Нисфаршба. Энергетическая отрасль страны в сложной ситуации. С каждым разом она только ухудшается. С этого начал глава Черноморэнерго диалог с журналистами. Аслан Басария раскладывал по полочкам работу каждого подразделения ведомства, каждого объекта отрасли. Не просто объяснял на пальцах, а приводил цифры и делал аналитические выводы. Если говорить комплексно, то эта ситуация, она потихонечку ухудшается. Это связано с износом основных фондов. Это связано, естественно, с проблемами неплатежей. И самая главная проблема и вопрос, с которым мы вообще связываем все наши процессы, это увеличение потребления. То есть в силу того, что идет бесконтрольный расход электроэнергии, у энергосистемы не хватает ресурсов для того, чтобы оснащать приборами учета наше население, наших абонентов. К прохождению зимнего максимума Черноморэнерго готова. Весь необходимый материал есть. Та магистраль, которая у нас существует, это вот первичная, мы часто ее озвучиваем, потому что на ней в основном у нас происходят обрывы. Это высоковольтная линия Чегвара, которая связывает перепадную ГЭС-1 с Тхуарчальской подстанцией Тхуарчал-ГРЭС. Она у нас 1958 года, и мы на нее сегодня грузим 274 мегаватта. То есть, естественно, из-за этого что происходит? Происходят колоссальные потери на линии, происходят периодические обрывы, потому что физически эта линия не рассчитана на такие мощности. Другой линии у нас не существует, ее физически нет. Перебоев с электроэнергией в предновогодние и новогодние дни быть не должно. Черноморэнерго делает для этого все необходимое, заявил Аслан Басария. Но предугадать аварию на линии невозможно. Хочу вас заверить о том, что все аварийные бригады готовы. Хочу вас заверить в том, что аварийный запас материалов, он присутствует для прохождения зимнего максимума. Но у нас постоянные происходят, естественно, аварии и проблемы. И население наше знает, и все об этом знают. Предположим, те же трансформаторные подстанции, небольшие, они выходят из строя, нагрузок не выдерживают. Самая главная проблема предстоящего года – Ингургэс. В феврале деривационный 16-километровый тоннель будет на ремонте, а значит, работа станции будет остановлена. Первое, что нужно сделать, нужно провести мониторинг этого туннеля. Для того, чтобы провести мониторинг этого туннеля, собственно говоря, нужно опорожнить этот туннель, избавиться от воды и, естественно, провести этот мониторинг. Туннель опорожняется порядка 4 дней. После этого проводится мониторинг, это порядка 5 дней. И еще где-то порядка 4 дней на заполнение туннеля, подготовка уже и включение всех агрегатов, это еще пару-тройку дней. Соответственно, приблизительно все эти работы, они планируется завершиться в течение 15-20 дней, и скорее всего это будет проведено в периоде с 15 февраля по где-то 15 марта, и может быть либо до конца марта. У ведомства несколько новостей. В скором времени будет ликвидировано акционерное общество «Энергосбыт», которое было создано для сбора средств за потребленную электроэнергию. На его месте Черноморэнерго создало собственную структуру с одноименным названием, у которого будут те же функции. Только теперь под неусыпным контролем самой энергетической компании. Также с сегодняшнего дня на сайте Черноморэнерго будет публиковаться в свободном доступе полная информация обо всех финансовых операциях ведомства. А вот что касается неплательщиков, то их ждет сложный период. Черноморэнерго фактически объявляет им войну. Причем приоритет отдается неплательщикам из разряда коммерческих предприятий. Нисфаршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +5, 7, днем 12-14 тепла. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.